Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Лариса Краснова, я профессиональный журналист. И сегодня мы начинаем цикл передач «Экономика нашей страны. Сегодня и завтра». Мы постараемся осветить и финансовые вопросы. Почему же сегодня всем так не хватает денег? Для раскрытия этой сложной темы мы пригласили уникального специалиста Владимира Емельяновича Чебанова. Здравствуйте, Владимир Емельянович. Здравствуйте, друзья. Позвольте, я вас представлю. Владимир Емельянович является доктором технических наук, профессором физики, академиком, гранд-доктором, профессором в области экономики Международного высшего ученого совета. Недавно Владимира Емельяновича пригласили возглавить Совет министров СССР. Напомню нашим зрителям, что Верховный Совет СССР возобновил свою работу 26 апреля 2020 года. Владимир Емельянович, прежде чем перейти к такой вот сложной теме, как экономика, я хотела вас спросить, почему вы, ученый-физик, приверженец точных наук, вдруг решили заняться экономикой, где, вот, по моему личному мнению, царит полный хаос просто? Вот поэтому и занялся, потому что в этом вопросе действительно царит полный хаос. Причем из-за этого хаоса на самом деле никакие нормальные люди, никакие нормальные, в общем, специалисты не могут работать как следует. То есть нынешняя экономическая наука, и в том числе ведущие экономисты не только нашей страны, но и мира, доказали свою полную несостоятельность и неспособность представить решения, которые бы сделали так, чтобы мы могли жить по-человечески. А это была их прямая обязанность. Иначе зачем они кому нужны? Именно поэтому мы все, и не только я, очень многие люди сейчас вот в России, в Российской Федерации, в других республиках, они активно начали заниматься вот тем вопросом, которые в принципе должны были решать профессионалы, но не решают. Или решают очень плохо. Результат того, что они очень плохо решают, плохое управление в стране. В результате нынешнее российское правительство основную свою функцию обеспечения своего населения исполняет плохо, вследствие чего население начинает вымирать. Есть ли какой-нибудь другой, более явный показатель несостоятельности работы нынешнего правительства и той доктрины, которую оно представляет? Да, я с вами здесь согласна, потому что мы вот как-то, когда жили в Советском Союзе, вот действительно был человек труда, то есть было уважение к трудовому человеку, экономика работала как часы. Вот. И вы знаете, я еще хотела на каком моменте остановиться, когда я читала вашу работу «Экономика коммунизма». Я была потрясена словами, что необходимо строить общество социальной справедливости, добра. То есть мы вот как бы об этих вопросах совершенно забываем. Вот. Они ведь самые главные. И вот в связи с этим я хотела бы вот вопрос такой задать. Значит, как вы думаете, не скрывают ли вот многие наши экономисты, которые выступают на экономические темы, главную составляющую, идеологическую? Потому что вот в вашей работе это очень хорошо отмечается, что идеология, она говорит о том, что мы ставим во главу угла: человека, его потребности, его развитие или прибыль, непонятно кого, любой ценой. Вот несколько слов раскройте более подробно вот эту тему. Вы опять задаете очень актуальный вопрос. Дело в том, что на самом деле в нынешней экономической науке работают совсем не глупые люди, которые, в общем-то говоря, многие вкладывают и душу, и труд, и бессонные ночи. И нельзя считать, что там собралась группа злодеев, которые хотят что-то делать людям плохое. На самом деле они хотят хорошее. Но, к сожалению, как говорится, не с той стороны телеги коня запрягают. В этом все дело. Именно поэтому их усилия оказываются не только бесплотными, но скорее приносят зло. И вы правильно отмечали, причина одна. Целью, единственной, главной и постоянной целью нынешней экономической деятельности признается только получение дохода прибыли.
а совсем не обеспечение человека. Но что такое прибыль? Это деньги. Что такое деньги? Виртуальная условность. В результате вся жизнь людей сейчас подчинена вот этим вот получению, возможно, большего числа этих самых виртуальных условностей. И это приносит колоссальный ущерб. Но я вам расскажу притчу маленькую, которая очень четко отражает вот положение в современной экономической науке. Ну, прилетели к нам люди неземной цивилизации, посмотрели, как мы живем, и говорят: земля богата, все вроде бы у вас есть. Скажите, почему у вас так много бедных, столько много неприятностей, сколько больных очень много, мусор, грязь на улицах? Почему вы так живете? Что вам не хватает, чтобы жить для того, чтобы жить по-человечески? Земляне им ответили: у нас просто не хватает на все денег. Ответ. Значит, удивились инопланетяне и говорят: расскажите, где вы добываете столь ценный ресурс, который, в общем-то говоря, которого вам не хватает? И мы, пользуясь нашими технологиями, сделаем так, чтобы этого ресурса хватало на всех. Ответ: мы их сами печатаем. Да, но это, вы знаете... Подождите, вы меня, пожалуйста, не прерывайте, я еще не закончил. Да. Понимаете, мы их сами печатаем. Очень большие вопрос. И после этого инопланетяне перестали считать землян разумными существами. Вот так построена наша жизнь. Неразумно. Да, то это, в общем-то, очень печальный анекдот, скажем так, в общем-то. Возвращаясь к нашей теме, Владимир Емельянович, я вот хотела задать вам такой конкретный вопрос. Вот смотрите, экономика, для меня, как обывателя, например, она похожа на какой-то некий такой гигантский айсберг, к которому не знаешь, как подступиться. Вот можно все-таки более, так сказать, такими доступными, скажем так, словами, понятиями все-таки рассказать нам и зрителям, что же такое экономика и как вот она связана с денежной системой? Что такое экономика? Я хочу сказать, что по поводу экономики, экономика сейчас представляется очень сложной наукой. Очень сложной наукой. И причин из-за того, что она сложная, несколько. Одна из которых я назвал, потому что она является неестественной. Вся эта наука, она не отражает реальное положение вещей. То есть не человек является главной целью этой науки, а получение каких-то виртуальных условностей. А коль скоро в основе лежат такие неестественные показатели, неестественные цели, то такая экономика разумной, гармоничной в принципе быть не может. Это первая причина. Вторая причина. Некоторые товарищи считают, что человек – это вне природное образование, которое в мире, вселенной, с ее очень жесткими законами, правилами поведения, может жить так, как ему вздумается. То есть жить по собственным законам. И он пытается жить по собственным законам, строит эти законы, придумывает. Результат – человек становится чуждым элементом в этой природе. И вся природа начинает в конечном итоге воевать с человеком. И масса болезней, цунами и всего чего угодно в конечном итоге это ответ природы на наше абсолютно неразумное поведение. И третий фактор, который очень во многом влияет на это дело. Дело в том, что в основе нынешней экономической доктрины лежит такое качество человека, как алчность. Самая отвратительная из черт человека. Но именно она оказалась самой такой востребованной в данной экономике. И именно на алчности построены все законы поведения. В результате, на базе этой алчности, для того, чтобы кто-то мог получать какие-то незаработанные доходы, паразитические доходы, как раз, сами понимаете, должна быть обязательно мутная водичка. И поэтому как раз экономическая теория настолько усложнена всякого рода условностями,
которые не лежат в основе природы человеческого взаимодействия с природой, понимаете, направлено только на то, чтобы некоторые, понимаете, далеко не всегда самые лучшие особи жили лучше других. И это усложнило очень сильно теорию. Что делал я в конечном итоге при разработке вот этих фундаментальных гармоничных принципов? Я поступал так, как поступает хороший скульптор. Он говорит: я беру камень и выбрасываю из него все лишнее, и тогда получается скульптура. Вот приблизительно, как только я очистил вот эти свои экономические принципы, подходы от всех вот этих вот инородных наслоений, оказалось, что экономика очень простая наука. Она очень логичная, она очень добрая, она очень человечная. Нет никакого элемента, понимаете, вот этого самого паразитизма и так далее. В этой экономике люди, которые более достойные, они живут лучше. Менее достойные живут хуже. То есть происходит то, что называется справедливость. А справедливость – это один из величайших законов Божьего мира. И поэтому, если мы эти законы начинаем нарушать, ну и получаем по полное число. Поэтому нынешний кризис мировой экономики, не только российской, мировой экономики, он является вполне естественным, обоснованным. Нужно менять подходы к экономическим воззрениям. Нужно нацелить экономику на человека, а не на то, чтобы у кого-то было, возможно, больше зелененьких бумажечек. Ну, вообще экономика – это как раз наука, как вот вы пишете в своей работе, наука о хозяйственных связях. То есть здесь, вот я в вашей работе прочитала, там вы говорите о том, что в любом государстве это существует и должно быть вот связь как бы трех видов собственности. Это частная, государственная и кооперативная, то есть такая как бы общественная собственность. Да? Вот если немножко вот подскажите, пожалуйста, дело в том, что вот сам термин экономика коммунизма, как-то, знаете, все экономисты это обходят, а вы, так знаете, в своей работе прямо об этом говорите. Но у многих обывателей, опять-таки говорю, в результате того, как вы говорите, действительно очень много лжи, даже на сам термин, да, коммунизм возведено. И здесь, значит, возникает такой вопрос, ведь коммунизм как таковой, и экономика коммунизма, это не говорит о том, что у одних все отберут и всем поровну разделят, да, это совершенно другое. То есть это такая же, как сказать, система мироустройства, которая имеет в себе и частную собственность, и вот общественную, и государственную. Все это должно работать в гармонии, как вот вы пишете в своей работе. Ну, вот немножко, может быть, уточните по кооперативам, что вот конкретно вы хотели бы сейчас сказать. Вы сразу задали 3 вопроса. Да, и я попытаюсь последовательно ответить на эти вопросы. Вот. По поводу того, что экономика – это в конечном итоге связи между людьми. Дело в том, что на самом деле человеческое сообщество, его можно представить в виде человеческого организма, где каждая клетка человека – это не что иное, как какая-то личность, которая формирует единый организм. Понимаете? И понятно, что если каждая клетка будет считать, что она может жить независимо от других, вот, и паразитировать на других, то в организме такая клетка считается больной, раковой. Если организм от этой клетки не избавляется, он гибнет. Вот приблизительно так же и построена должна быть экономическая организация. Человек – часть чего-то более общего. Это первое. Второе. Если мы ставим вопрос о том, чтобы, значит, все-таки жизнь, экономика работала на людей, а не ради получения каких-то, понимаете, доходов, паразитизма, каких-то далеко не всегда достойных личностей, вот, то мы должны посмотреть, а каковы факторы, которые позволяют вот этот вот очень важный принцип достичь. Ну, у нас сейчас считаются какие факторы? Значит, один из факторов считается собственность, которым регулируют. Второй фактор – технический прогресс. А третий – организация. Что касается собственности. Понятие собственности сейчас считается.
Вот как она сейчас используется, это не что иное, как инструмент, с помощью которого можно эксплуатировать других. Вот если, например, представьте себе, стоит завод, 3 трубы, 50 станков, 300 работающих. Вот, завод работает нормально, и вдруг на заводе появляется некто с бумагой, с гербовой печатью, на которой записано: теперь он хозяин этого завода. Что изменилось на заводе от этого факта? Может быть, 5-я труба появилась? Нет, Ничего конечно, подобного. ничего, да. Станки какие-нибудь появились? Ничего подобного. Вдруг ни с того ни с сего рабочие появились? Да ничего подобного. Это всего лишь бумажка. Юридический акт владения. Материально при этом происходит следующее. Появляется человек, по идее, который заинтересован в лучшей работе этого завода. По идее. И второе. Он теперь имеет право делать с этим заводом все, что ему вздумается. И вот, если бы, например, на самом деле хозяевами вот этого завода были люди, которые старались сделать так, чтобы завод работал лучше, вот в собственности большой беды бы не было. Но дело в том, что у нас в 1991 году, когда началась вот эта вот всеобщая прихватизация, то собственность передавалась в далеко не самые лучшие, грамотные руки. И в результате она передавалась буквально кому попало. Результат: управление стало значительно хуже, потому что профессионализм исчез. Предприятия в этих условиях не могут не работать как следует. Они стали работать хуже. А вот второй фактор, что теперь с заводом можно делать все, что угодно, вот этот проявился в полной мере. И результат. Значит, наш народ сейчас оказалось, что наше производство практически полностью, а у нас сейчас на самом деле по статистике 88% всей собственности в стране принадлежит крупному бизнесу, а собственность используется в основном в целях того, кому она принадлежит. И вот и получилось у нас сейчас, что в стране, понимаете, подавляющее большинство нашей собственности, которая создавалась трудом миллионов наших людей, начала принадлежать частным лицам и использоваться для их благополучия. Причем зачастую иностранно. Вот такой вот парадокс сейчас сложился. Понимаете, да? Да, Значит, собственность, нельзя к собственности относиться, понимаете, что это хорошая категория, плохая. Понимаете, собственность — это как меч. В одних руках он может служить добру, в других — злу. С этой точки зрения, значит, я полагаю, что мелкая собственность, которая создана трудами самих ее владельцев, она полезна. Когда человек может проявлять свою изворотливость, талант, все, он создал эту собственность, она полезна не только для него, но и для общества. Крупная собственность должна, безусловно, принадлежать обществу и использоваться в общественных интересах. А вот средняя, самая распространенная, которая больше всего может быть на белом свете, она может быть только коллективной. Форма коллективной собственности, об этом можно говорить очень много, но форма, большая часть собственности должна как раз принадлежать коллективу. Они будут либо в виде кооперативов, либо в виде каких-то других факторов. Так вот, по поводу собственности мы пока вот будем говорить, закончили. Третий вопрос, который вы подняли. Все-таки каким образом делать так, чтобы вот эта вот наша экономика работала на людей? Какие факторы существуют? Но технический прогресс, бесспорно, он играет колоссальную роль. Но оказывается, что еще более важную роль играет процесс организации труда. А что такое процесс организации труда? Это сочетание двух диалектически противоположных факторов, его разделение и кооперация. То есть, иначе говоря, если человек работает и вынужден каждый делать все, что угодно, как говорил Маяковский, и поле пахать, и стихи писать, и лапти плести, и прочее, 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 если он должен делать сам, то его производительность бывает не очень хорошая. Но если люди разделили, а один, например, пишет стихи,
другой плетет лапти, третий, понимаете, делает трактор, четвертый делает, действительно пашет поле, то есть процесс разделения труда, то оказывается, что выход конечный в несколько раз больше, чем если бы каждый работал по отдельности. Понимаете? То есть это один из самых весомых факторов прогресса. С другой стороны, если каждый будет сидеть свое делать и не обращать внимания на других, то ничего хорошего от этого не будет. Поэтому, когда он работает, например, сапоги, точит сапожник, он должен просто быть твердо уверен, что есть желающие приобрести. То есть, иначе говоря, он уже начинает смотреть более широко, а за пределы своего, будем говорить, станка, где он точит сапоги. Следовательно, должна быть еще обязательно организована кооперация людей. То есть люди должны говорить: ты делаешь то, я буду делать то, и таким образом должна формироваться вот такой вот коллектив, который вот, можно его опять-таки по-разному. Вот эти вот два фактора, они взаимно противоположны. Именно они формируют в конечном итоге все на белом свете. Почему? В результате производство делится на отрасли там, на предприятия внутри получается, там цеха, бригады, заводы, разделение труда, если смотреть снизу. А если снизу вверх, то получается, значит, рабочие объединяются в бригады в цеха и так далее, процесс кооперации. Вот именно это сочетание, оно очень важно. Правильная организация. Вот сейчас этому очень сильно мешает такое понятие, как собственность, в той форме, которой она есть. Понятно, что собственность нужно лишить возможности быть источником паразитического дохода, и тогда она будет очень полезной категорией. И еще, знаете, я вот хотела бы уточнить просто для зрителей. Мне кажется, здесь вот вы как раз расширили понятие кооперация. То есть, если мы говорим о кооперации, люди представляют это, ну, какой-то кооператив, который там строит дома или квартиры, ну, как раньше это было. А кооперация, это сейчас вот вы как раз уточняете, что это действительно объединение людей. Мы же живем в обществе, мы не можем жить, ну, сам по себе каждый человек, и, как вы правильно сказали, там что-то производить, а это никому, может быть, и не нужно. Но здесь, знаете, какой вопрос возникает? Здесь, можно сказать, вернуться, ну, в эпоху, ну, то есть взять что-то лучшее, все лучшее, вернее, что было в СССР. Здесь станет вопрос как раз о плановом хозяйстве, то есть о планах, то есть необходимо там 5-летний, 3-летний план. То есть здесь, ну, нужна какая-то государственная программа. Согласны со мной? Нет. Нет? Почему? Нет, вот в такой форме не согласен. А дело в том, что, понимаете, вот эти вот рассуждения, что если мы возьмем, например, нос Петра Васильевича, а вот глаза у Василия Петровича, а ноги прекрасные у Ивана, а, например, какая прекрасная голова у лошади, и все это вот объединим, то будет самый красивый то, что есть на самом деле. Вот такой вот подход не работает и работать не может. Нельзя, например, что-то взять лучшее и, например, так сказать, из этого лучшего сформировать. На самом деле экономика не строится как картина из пазлов. Это единое целое. Это система, что очень важно. Причем то, что вот у нас сейчас построено, это система. То, что у нас, например, сейчас, например, там эксплуатация, паразитизм, неправда на каждом шагу, коррупция. Это не аномалии этой системы, которые можно постепенно убирать, а это суть ее. Поэтому то же самое, если волк питается овечками, а не морковкой, такова его природа. Вот такова природа той системы экономических отношений, которая у нас сейчас создана. И пытаться улучшить вот там, понимаете, ничего не получится, потому что улучшили одно, тут же получили от другого. Но вот говорят, возьмем, давайте улучшать, например, жизненный уровень, дадим людям деньги. Хорошо, напечатали, дали людям деньги. Что стали делать люди с этими деньгами? Побежали в магазины. Что смотрят, например, торговцы? Спрос увеличился, правда? Значит, можно увеличить цены. В результате, понимаете, народ оставил, с чем он остался, с тем он и остался, а вся прибыль досталась торговцам. Вот вам типичный пример. Или говорим, давайте, например, улучшать здравоохранение. Ну, конечно, прекрасная идея, замечательно. Вопрос как? Значит, нужно готовить врачей.
нужно обеспечивать их материально, нужно обеспечить, чтобы у них была база. Нужно, если мы все вот это вот перечислим, то оказывается, что нет ни одной проблемы, которую нельзя было бы решить, не затрагивая всех других. В этом вся сложность. И поэтому подавляющее большинство, я бы даже сказал, почти все программы, которые сейчас написаны, они написаны по принципу: улучшим там, будет там лучше, улучшим там, не будет точно так же, улучшим и так. Понимаете, во всем остальном тут же это скажется. Как оно скажется? Вопрос. Сложный вопрос. Поэтому экономика – это система сложная. Экономическая система со своими правилами, законами. Поэтому одна из глав моей книги, которую вы цитируете, так и называется: «Общая теория экономических систем». Какие там правила существуют, что надо делать, что не надо делать, как она работает. Поэтому экономику, если мы хотим улучшать, вот так вот локально улучшим здесь, улучшим там, ничего не получится. Нужно менять ее вот комплексно, целиком. Комплексно даже плохое слово, потому что комплекс – это массовый, а именно система. А системное решение, кризис сейчас системный, он требует системного решения. Системное решение – это значит, берете, решаете одно, и сразу сделаете одно, решается 1000 проблем. И вот поэтому тот вопрос, который вы затронули о финансах, это один из системных факторов. Поэтому я думаю, об этом мы с вами в следующий раз поговорим. Да, я полностью разделяю вашу точку зрения. Время эфира подходит к концу, а вопросов еще очень много. Поэтому я надеюсь, что мы еще с вами поговорим как раз вот на эту тему и о деньгах, как они влияют на экономику, и о двухконтурной системе денежного обращения в экономику, о чем вы пишете в своей книге. Вот. Поэтому я благодарю вас, Владимир Емельянович, за участие в программе. Вот, спасибо вам большое. Я благодарю зрителей наших, что они нас слушали. Всего вам самого доброго. До новых встреч.